В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Изменения могут вступить в силу с 2020 года. Напомним, что сейчас он составляет 11 280 рублей. Отмечается, что повышение МРОТ коснется приблизительно 4 миллионов россиян. Названы регионы России с самым доступным бензином. Эксперты рассчитали, сколько бензина марки АИ-92 могут приобрести россияне и составили рейтинг доступности в разных регионах этого вида топлива. В основу исследования легли данные Росстата. Больше, чем в большинстве регионов России, бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Если потратить всю среднемесячную зарплату на АИ-92, то получится более 2000 литров. В тройку лидеров также вошли Москва и Ненецкий автономный округ. Еще в 10 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург и Якутия. При этом отмечается, что разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик – от 39 рублей до 56 рублей за литр. Например, бензин марки АИ-92 в конце июля этого года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. Однако во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в июле 2019 года осталась на уровне 4,9%. Стабилизация наблюдается с февраля с незначительными колебаниями в пределах 0,1% пункта. В целом по России инфляция в июле уменьшилась, а наибольшее влияние на инфляцию на Дальнем Востоке в июле оказывали поступление нового урожая овощей по более высоким ценам, эффект базы на топливном рынке и меньшая индексация тарифов ЖКХ, чем в прошлом году. Почти 200 человек из числа жителей Якутии получили высокооплачиваемые рабочие места на предприятиях республики в рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность». О показателях за прошедшие 7 месяцев рассказал премьер-министр Якутии Владимир Солодов в ходе работы в Оленёкском районе Якутии. Он отметил, что эту работу необходимо усиливать в дальнейшем. В качестве примера глава Кабмина привел компанию «Алмаз-Анабара», где 97% сотрудников компании являются жителями Якутии, половина из которых представители сельскохозяйственных районов. Кроме этого, Владимир Солодов добавил, что существует договоренность об организации обучения местных жителей востребованным профессиям в промышленности, а также по доступу местных предпринимателей в закупках крупных промышленных предприятий. Поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района станет площадкой для проведения зонального инвестиционного форума предпринимателей «Локомотив развития». Мероприятие запланировано на 23 августа. В программе форума панельная сессия развития бизнеса в Якутии через реализацию стратегических проектов, выставка презентации субъектов малого среднего бизнеса Мегино-Кангаласского района, проведение семинар-практикума «Секреты ценообразования» и семинара «Упаковка бизнес-проектов». А в Мирнинском районе пройдет первый республиканский нефтегазовый форум. Он начнет свою работу 29 августа. На форуме будет поднят ряд вопросов о статусе вахтовых поселков, развитии транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной инфраструктур, формировании надежного энергообеспечения, газификации населенных пунктов, обеспечении экологической безопасности, а также вопросы трудоустройства и занятости местного населения. Как отметили в администрации района, углеводородный сектор, ранее базировавшийся в основном в Ленском районе, постепенно набирает обороты и в Алмазной провинции. На ее территории уже добываются миллионы тонн сырой нефти. Также в конце августа в Мирнинском районе Якутии в эксплуатацию ведут лицензионный участок «Восточные блоки» Среднебуатабинского нефтегазоконденсатного месторождения и вахтовый жилой комплекс. Новый жилой комплекс включает в себя корпуса общежитий и административно-бытовой комплекс современной диспетчерской, позволяющей в реальном времени наблюдать работу скважин на месторождении и контролировать инфраструктуру промыслов. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания тысяч вахтовых рабочих. Уже имеющийся жилой комплекс будет использован для нужд подрядных организаций. Это были все экономические новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.